Вы ехали сюда, вы хотели увидеть химпарк, преподавателей. Вы вообще, может, никого не представляли, а просто хотели увидеть маму. Какие у вас были ощущения? Я ее вижу. А мама рядом, она никуда, она не ушла. Она была далеко, всегда, потому что я жила далеко. Но она никуда, она не ушла. Светлана Сапельникова живет в Канаде, воспитывает 2 дочерей, занимается фармакологией. Она переместилась, она больше во мне, чем была в Уфе. Я как-то должна отметить, что, наверное, мне так кажется, что она сейчас ближе ко мне, чем была раньше. Потому что раньше между нами было физическое расстояние, а теперь его нет. Теперь его нет. Я, в общем-то, ничего не хотел сказать. Я просто хотел, чтобы о ней кто-то послушал. Какие-то слова, не только которые я скажу, а которые и моя семья скажет, коллеги ее какие скажут. И чтобы как можно больше людей услышало это. Я всегда ей говорил, ты не заставляй меня думать. Куда надо сходить, я больше лишний раз схожу, бегаю. Только не заставляй меня думать. Поэтому вся голова это была она. Она была голова, я только исполнитель. Сказ этот не о том, как дети известных актеров стали известными учеными, докторами химических наук. Сказ наш о женщине, чья сила духа и доброта сердца подняли на высоту большой науки целое поколение ученых. Итак, на Южном Урале, в столице Башкирии, Уфе, жила-была семья молодых актеров. Оба играли прекрасные роли в спектаклях Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. Глава семьи Хусаин Кудашев и его ненаглядная жена Фарида Камалетдинова в 1939 и 1940 годах стали родителями сына и дочери. Нарекли их звучными именами Рифкат и Флорида. Дети как дети, но актерские. И они целыми днями и вечерами пропадали в театре. Сидели на репетициях, на спектаклях, ездили с мамой и папой на гастроли. Великий актер башкирского театра Кудашев Хусаин Ильдарханович, народный артист России, исполнитель лучших ролей в театре и на телевидении. Европа яшай, Европа гürkile, hemde, kabir Allah'a. Allah Teala dünyanı 6 gün yapan. Onun her bir günü men yıl. Хусаин Кудашев был человеком, щедрее и веселее которого нельзя найти во всей Уфе. Сердце его было очень отзывчивое. Он всегда держал руки на груди и говорил, что если сейчас выпрыгнет его сердце, то он отдаст его тому, кто просит. Bir kişi var, tulpar, at yıkan kişi benim kapatımına gelip toktanıla diyen bulamaz. Yolda bayağı ben yine alırga geldim. Ben öyle. Şondan hon ben tegelerge karşı sıktım. Tege kişi neye eyde? Eyde gittik yolda bayağı aydayım. Тоже была глыба, выдающийся артист. Артист и в жизни, и на сцене. Очень любил свою профессию, вот, но и в то же время очень человек хороший был.
Ну, человек был для артиста мощной фактурой, все поведение было такое артиста. И на улице идет и рисуется, видит, что на него смотрят. Очень гордился тем, что Флорида кончил университет, стала ученым, очень гордился. Но беда пришла со стороны сердца. Не только дети, вся республика, весь мир запомнил день смерти человека с удивительной натурой и отважным сердцем Кудашевых. Остановка сердца на сцене во время спектакля «Красный Паша» на международном театральном фестивале в столице Сирии Дамаске. Кажется, его сердце выпрыгнуло навстречу восторженным и благодарным зрителям, которые увидели и оценили в его игре достойные черты своего великого падишаха, эмира, его благородство и прозорливость. Жизнь продолжалась. Росли внуки, а жена Кудашева, заслуженная артистка Республики Башкортостан Фарида Камалетдинова, продолжала играть в спектаклях. Она прожила долго, до 92 лет. Их дочь, Флорида Хусаиновна, ухаживала за мамой до ее последних дней. Так, мы погодки. Так, она родилась в 1940 году. И когда ей было буквально 3-4 года, она выступала, она играла дочку Баттерфляй, бабочка Цыпонского, да. И она одевала детское кимоно. Оно у меня хранилось долго, потом я ее вернула, она потеряла его. Так, и ее угощали, вот Сутягин Александр Васильевич, дядя Саша я его назвал, я его тоже помню. Вот. Его угощали шоколадом, печеньем с молоком. И она рассказывала. Я так завидовал ей. И это первая роль была у нее. И самое интересное, когда спросили на сцене, дитя мое, отец спрашивает, который никогда ее не видел первый раз, дитя мое, как тебя зовут? Ну, в форме песни она сказала, Флорида. Она понравилась уже Вали Галимову, Вали Герфановичу, главному режиссеру. И он играл роль Ленина. Да. И была такая пьеса Попова, переведенная на башкирский язык «Семья». Флориде Хусаиновне досталась роль сестры Ленина, Марии Маняша. Все ждали, что родители поведут своих чад за собой на большую сцену, но судьба распорядилась по-своему. В 1958 году Флорида окончила среднюю школу с серебряной медалью и стала студенткой химического факультета Башкирского государственного университета. А как же ее брат, сын актеров? Рифкат Хусаинович Кудашев одновременно с сестрой учился на химика и вскоре стал доктором наук. «Я горжусь, что ты мой брат», постоянно окрыляли его слова Флориды. Душевное родственное чувство грело их сердца всю жизнь. Я с детского дома всегда к ним приходила, потому что у меня других людей не было, кому идти. Фарида апа много сил приложила для того, чтобы меня положить в больницу, в институт глазных болезней. И курировала потом уже в детском доме. Я была, Флорида, она была очень целеустремленной. Очень целеустремленной. Вот она могла, знаете, ни на что не обращать внимания, учить уроки, идти на тренировки. Она вот такая была организованная, очень организованная, да. Всегда казалось, что мы все разные, и все разные очень по-своему. Но, наверное, может быть, как раз что-то и объединяет тогда, что у каждой очень своя индивидуальность. Бабушка для меня вот это пример женщины. Вот женщина с большой буквы, даже если спросить, кто она была в жизни, могу сказать, что она в жизни была женщина. И если про маму говорить, то как бы мама, она была по жизни личность. И личность с большой буквы. То есть очень цельная натура. Когда ты находишься в гармонии с собой, у тебя есть время думать о людях. Флорида Хусаиновна проработала в университете более полувека, 53 года. Защитила докторскую, была чудесным деканом химфака в течение 9 лет, стала известным профессором. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан. Познакомились очень интересно. Значит, я когда приехал по направлению Минвуза СССР молодым специалистом БГУ, поскольку я был спортсмен, ну, не очень, так сказать, высокого ранга, но спортсмен. Я пришел к ним в секцию на стадионе «Динамо»
Флорида меня увидела и сразу сказала, вот, говорит, будет мой муж. А постепенно мы дружили, только через 5 лет поженились, в 66-м году. Химфак для меня это очень родное место, потому что когда я была совсем маленькая, родители работали. Я знаю, что очень многие преподаватели со мной умудрились понянчиться еще тогда, когда я была совсем маленькой. И к химфаку имела далеко не студенческое отношение, не преподавательское. Я аспирантуру заканчивала здесь, проводила время. Я потом работала здесь, поэтому мне здесь все как-то очень свое и очень родное. Для мамы важно, чтобы мне было комфортно, и как бы она старалась дать свободу для роста и для дальнейшей жизни. И Олегу, и мне, когда мамы уже не стало, я как раз-таки прибиралась в этом кабинете и перебирала ее бумаги и нашла тетрадку. Она брала курс по масс-спектрометрии или что-то новое. И это было буквально за полгода до того, как она ушла. И тетрадка была исписана ею, и это были заметки именно по науке. То есть она продолжала что-то изучать дальше. И на самом деле вот эта вещь меня очень тронула, и я тетрадку эту забрала себе, и вот она у меня лежит, и я как бы думаю, что нет такого возраста, когда ты перестаешь учиться чему-то. Многие пророчили черноглазой яркой красавице, дочери самого Хусаина Кудашева, большое сценическое будущее. Так бы оно и было. Однако натура Флориды Кудашевой познала, как ветер свистит в ушах и колотится сердце на дистанциях во время бега, как гудят и свистят стадионы. Она познала другую стихию – силы и ловкости, дружбы и команды. Непредсказуемый закулисный мир театра поблек перед ясной, точной, модной и перспективной в то время наукой – химией. Она выбрала тему эпохи, самый популярный и нужный в стране путь – ученый-химик, профессор-химик. Когда мы переехали в 70-м году в Уфу из Горького, тогдашнего, то первые люди, с которыми мы здесь познакомились, были Кудашевы. Был родной дядя Флориды Хусаиновны, Гумер Ильдерханович. Алла Анатольевна Докучаева – известный журналист, писательница, автор книг-очерков о представителях науки и искусства Башкортостана. Они с женой пришли к нам в пустую вот эту вот квартиру, принесли мед, принесли варенье, принесли табуретки, чтобы у нас были, и мы с ними подружились. И сразу же они пригласили нас в гости к себе. И вот там мы познакомились с его красавицей, племянницей и ее мужем, тоже молодым, симпатичным ученым Валерием Михайловичем. Она была такая красивая, и такая была умница, и так она хорошо вот общалась как-то со всеми. В ней было какое-то внутреннее благородство. Вот, видимо, от их рода, у них род какой-то был старинный, Кудашева, она это получила. Она была как аристократка такая. В 1963 году у Флориды Хусаиновны Кудашевой диплом с отличием, и она первая аспирантка новой кафедры аналитической химии. С этого момента вся ее деятельность будет посвящена хроматографии, то есть изучению отходов химической промышленности и защите от них всего земного шара. Назначение деканом химического факультета в 35 лет, ответственность за работу всего химфака теперь ложится на ее плечи. Флорида Хусаиновна обладала даром сплотить людей. При ней мирно сосуществовали 3 поколения преподавателей. Это качество как штамп стоит на каждом ее ученике. Бесконфликтность, решение всех проблем путем переговоров и поиска компромисса. В науке была глыба. Благодаря университетскому образованию, фундаментальному, мощному, она могла
решать проблемы в любых прикладных отраслях, нефтяной, смежных областях и теоретические вопросы решать проблемы. То есть у нее была масса научных направлений вела. И сочетала в то же время в себе выдающегося методиста, школьного учителя. Творческая натура Флориды Хусаиновны раскрылась и при выборе тем для научных работ. С особым рвением и тщательностью отличались исследования аспирантов по хроматографии, по выявлению изъянов и недостатков химического производства, о его влиянии на окружающую природу и здоровье людей. Флорида Хусаиновна – автор множества научных публикаций, патентов и монографий. Под ее руководством защитили кандидатской диссертации 20 аспирантов и соискателей. Учениками Флориды Хусаиновны являются доктора наук Валентина Исаевна Сафарова, Альбина Дарисовна Бадикова и Артем Викторович Сидельников. Флорида Хусаиновна такой точкой отсчета в моей судьбе профессиональной является. И очень многому у нее мы учились и продолжаем традиции, которые мы могли с ней. Очень творческий человек. Никогда она не относилась поверхностно к любому делу. Все проверит, все буквально близко к сердцу примет. И мы вот воспитаны именно в этом ключе. Все ее ученики очень любили. Она очень душевно относилась. И стараюсь, чтобы и у меня отношения с моими учениками складывались таким же образом. Побольше реальных дел. Вот ее девиз в те годы. Создание на факультете филиала и открытие кузниц молодых кадров из участников республиканских и всесоюзных олимпиад по химии. Лучших учителей химии и лучших учеников она знала в лицо и по имени-фамилии. Была осведомлена об их семьях, о нуждах, о планах на будущее. Она была председателем жюри Олимпиады по химии, и мы там встретились. И когда она говорила, она недолго говорила, с умом, кратко говорила. Вот это ее красноречие, что она долго не говорит, но все то, что она говорит кратко, ясно, четко, с умом курировала деревенских детей, сельских детей. Она была справедливая. Вот эта ее справедливость, этим она мне понравилась. Ректор Ямаев, мой земляк, они с ректором были очень большие друзья, были Флорида Хусаиновна. Так посоветовались мы втроем и решили сделать школу-вуз в нашей школе, 42-й школе. Это было очень распространенные 3 буквы. НОУ называлось. Научное общество учащихся. Учащихся научное. То есть это уже в школе они, общаясь с профессурой, с доцентами вузовскими, они, конечно, поднимались на какую-то высоту. Она этим очень была увлечена и очень много в этом отношении сделала. В конце 80-х Флорида Хусаиновна организовала для школьников летнюю всесоюзную школу-сессию на базе лагеря «Алые паруса». Она добилась финансирования от Госкомитета СССР по народному образованию и ЦК ВЛКСМ. В работе школы приняли участие гости из Болгарии, США и других соцстран. Занятия вели виднейшие ученые Башкирии и Советского Союза. Доктора химических наук, профессор Зимин, доценты Грифулина, Петрушина, Аминева, Пухова. Реальные дела легли прочной основой работы всего факультета. Создание собственных обучающих центров, межвузовская и межотраслевая учеба, связь с производством, расширение научных тем. Муж Флориды Хусаиновны, доктор технических наук, профессор Валерий Михайлович Сапельников, за 53 года научно-педагогической деятельности преподавал в государственных вузах Уфы. Он разработал ряд учебных планов, программ, поставил ряд курсов по дисциплинам радиоэлектроники и информационно-измерительной техники, теоретической электротехники. Руководил аспирантурой. Я считаю, что самое высокое звание – это профессор. И, в принципе, в естественных науках способен стать доктором наук, профессором 1 на 100 тысяч населения. Это должны быть самые уважаемые люди. Именно они делают прогресс науки, прогресс цивилизации, именно они делают технологии, именно они воспитывают
студентов и новое поколение ученых и специалистов. И к специалистам должно быть отношение очень бережное, которого сейчас нет. Флорида Хусаиновна буквально выискивала талантливых ребят, разъезжая с лекциями по школам Уфы и отдаленным районам. Много бензольных колец через какие-то основания. Она в свои 75 лет читала лекции по 6 часов подряд и вела курсы повышения квалификации на своем учебном центре «Экоаналитика». Руководители лабораторий на заводах в вузах страны являются ее учениками. Она всеми нами руководила. И сейчас руководит. Просто без нее жизнь поменялась. Как понимаете, когда у пациента какой-то орган удаляют или конечности, он учится потом жить без этого. Вот так же я учусь сейчас жить без мамы. Пока еще учусь. Я ей звонил, и мы где-то по полчаса, по часу разговаривали. Пока я еду домой, мы с ней говорим. Она спать не ложилась, пока я не позвоню. Иногда, конечно, операции задерживались до ночи. Я ей не звонил. На следующий день она уже сама мне писала сообщение. Все хорошо у тебя. Наверное, на операции задержался. И сейчас, когда я еду домой вечером, у меня рефлекс этот срабатывает до сих пор. Я беру телефон и понимаю, что уже позвонить некому. Олег Валерьевич Сапельников – доктор медицинских наук. Работает в известном московском Акчуринском кардиоцентре. Под его руководством по всей России проходят экспериментальные и плановые операции, привлекая все больше внимания и доверия в отечественную медицину. Хирург-кардиолог Олег Валерьевич Сапельников занят на разработке и внедрении совершенно новой технологии в лечении аритмии сердца без скальпеля при помощи уникального метода лазерной хирургии. Чтобы было все хорошо. Вот тогда она была бы рада. Когда-то я ей читала на ее то ли дне рождения, вот эти стихи я вам прочитаю. Көтәле язлар килгәнен, бызлар эреп кояш көлгәнен, һинең өсөн, бар тик һинең өсөн, шаулап акһын әле гөрләвек, көтәле тим, йәйҙәр килгәнен. Сәскә атһын баҫыу ҡырҙарың, донъяларын онотоп, ярһып һайрашһындар әле ҡоштарың. Көтөп ал һин көҙҙө, ҡышты ла, булһын әйҙә ҡыштың бураны, тик бирешмә әсе елдәргә, таҡыр булһын барыр юлдарың. Һин уйлама, ғүмер уҙатып, ауыр тейеп, тормош һуҡмағың, баш осоңда һәр саҡ аяҙ күктә, балҡыһындар ҡояш нурҙары, бәхет булһын һинең юлдашың, шатлыҡ менән үтһен көндәрең, туғандарың яндарыңда булһын. Яндарыңда булһын дуҫтарың. Вот это стихи я ей посвятила на день рождения как-то. Ученое звание и должность под названием профессор по латыни означает наставник. Все только начинается. Такими словами встречала профессор Флорида Хусаиновна Кудашева своих аспирантов после защиты дипломной работы. Были созданы новые группы молодых исследователей, которые занимались хроматографией, экологией, электрохимией, нефтехимией. И всеми группами руководила Флорида Хусаиновна. Ее научный потенциал, кругозор и интеллект заряжали и молодых. Все удивлялись ее терпению и трудолюбию. Где она берет столько сил для работы? К ней всегда была очередь. Кто-то приходил обсудить научные результаты, кто-то попросить совета для решения жизненных проблем. И она всегда находила время для всех. Ее любимые слова «все будет хорошо» и мягкая улыбка успокаивали и вселяли надежду. Эта кредо Флорида Хусаиновна пронесла сквозь всю свою жизнь, проявляя поистине материнскую заботу о факультете, понимая его значение для всех, кто здесь учится и трудится.